Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, сдающие экзамен по истории. Сегодня у нас консультация по истории для тех, кто поступает на специальности бакалавриата. Меня зовут Ильдар Нариманович, фамилия моя Баишев. Я являюсь председателем предметной комиссии по истории. Я доцент кафедры отечественной истории, кандидат исторических наук. Так, значит, и таким образом мы с вами ознакомимся с главными требованиями экзамена по истории, с особенностями экзамена, спецификой экзамена, вот именно истории, да, порешаем некоторые тесты, рассмотрим некоторые разделы истории, вот, и рассмотрим вообще вот такие вот основные особенности экзамена, которые вот именно касаются вот нашей дисциплины. Так, итак, начнем с того, что экзамен по истории для абитуриентов, которые сдают историю на направлении бакалавриата, проводится в форме тестирования. Как вы знаете, экзамен будет полностью в дистанционном формате, то есть его не будет в таком привычном очной форме. Вот таким образом экзамен проводится в дистанционном формате. Так, результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной шкале, но дело в том, что эта шкала вам уже знакома, особенно для тех, кто сдавал ЕГЭ. Значит, время экзамена – это 60 минут, то есть полный час. Заданий в тесте всего 30. Значит, и, соответственно, в каждом вопросе по 4 варианта, один из которых правильно, чуть позже об этом поговорим. Так, обращаю ваше внимание на то, что поступающие абитуриенты с ограниченной возможностью здоровья могут также экзамен сдавать немножко больше, да, значит, в частности до 1,5 часов, но не более чем 1,5 часа. Так, ну кроме того, также, когда вы сдавали документы, наверняка вы уже познакомились с тем, что у вас есть личный кабинет, соответственно, вот те, кто сдает документы, у них формируется личный кабинет, вот, и вся информация, списки подавших, расписание экзаменов, важные даты, таким образом, они имеются на сайте. Поэтому я не буду говорить о расписании экзаменов. В принципе, об этом, эту информацию вам уже знакома, о времени экзаменов. Вот, значит, имейте в виду, что до экзамена на почту придет логин и пароль для входа в систему экзамена. Причем обратите внимание на то, что логин и пароль личного кабинета и на экзамен они разные. Вот, то есть таким образом у вас один отдельный логин-пароль для личного кабинета, отдельный логин-пароль для того, чтобы участвовать в экзамене. Таким образом, вы получаете логин-пароль, переходите по ссылке, значит, и меняете временный пароль на свой пароль. Вот. И, соответственно, этим логином и паролем вы сдаете экзамены, соответственно, согласно расписанию. Вот. И, кроме того, также хочу обратить внимание на то, что логин-пароль выдается только один раз на все экзамены. Так, и, в общем-то, вот, соответственно, в личном кабинете у вас есть расписание вступительных испытаний, где указана дата, значит, есть справа кнопка «Сдать онлайн», вы вводите логин, пароль, вот, и, соответственно, он приходит вам на почту и начинается тестирование. Вы включаете, значит, тестирование, вот, и с этого момента вы уже начинаете работу. Вот имейте в виду, что у вас время час, вы должны уложиться в это время. Значит, если вы не успели выполнить за час, то больше времени вам уже не дадут. Поэтому, соответственно, вот вы рассчитываете так, чтобы за час успеть ответить на эти 30 запросов. Времени, в принципе, достаточно, как правило. Так, кроме того, также на сдачу экзамена дается только одна попытка. Вот если, скажем, вы где-то ошиблись, исправить уже невозможно будет, поэтому внимательно, пожалуйста, работайте. Вот, у вас должны быть черновики, поэтому сразу вы, может быть, в системе правильные баллы не указываете, работаете с черновиками, потом уж, когда вы полностью, если вы уверены в том, что у вас правильный ответ, таким образом, аккуратно, внимательно, не торопясь, вы это все указываете в системе. Таким образом, экзамен проверяет компьютер. Значит, правильные баллы даже проверяет компьютер. Итак, доступ к экзамену открыт согласно расписанию. Вот, соответственно, вы заходите в систему, начинается отчет времени. Значит, соответственно, тоже вы внимательно следите за тем, что вы не превысили этот час. Вот. Ну, можно пораньше, если, допустим, закончили пораньше, минут за 40, 45, многие раньше завершают, пусть даже там 30 минут, 35 минут, соответственно, вы заканчиваете и, соответственно, вот потом уже ждете свой результат. Ну, я рекомендую вам не торопиться,
не торопиться с тем, чтобы быть внимательным, потому что, к сожалению, практика показывает, что некоторые абитуриенты ошибки совершают не по незнанию предмета, допустим, да, какого-то события, даты, а именно по невнимательности. Вот, поэтому, пожалуйста, будьте максимально внимательны, сконцентрированными, вот, не торопитесь. Вот, и поэтому здесь времени у вас будет достаточно для того, чтобы вы не совершили такую ошибку технического характера. Итак, пересдачи не предусмотрены. Значит, самое позднее время входа — это за 1,5 часа до завершения времени экзамена. Таким образом, там будет промежуток времени, вам в расписании будет указано, какие дни, какие часы на экзамене можно будет сдать, удобное для вас время. Таким образом, ну, в этот промежуток вы, как я уже говорил, заходите только один раз на 1 час, соответственно, потом уже второй попытки у вас не будет, к сожалению. Вот. Поэтому для этого вы должны быть полностью готовыми, желательно не ждать до последнего, вот, и поэтому вовремя сдать экзамен таким образом, и потом уже ожидать свои оценки. Так, кроме того, также обращаю ваше внимание на то, что по истории, вот мы говорили, у вас максимальный балл, который вы можете получить, это 100 баллов. Значит, 100 баллов, но при этом вы должны набрать не менее 40 баллов, потому что если вы, не дай бог, наберете меньше 40 баллов, то это уже получается так, что этот балл будет непроходным. Вот, проходной балл начинается с 40 баллов. По некоторым предметам с 44 баллов, таким образом, по истории именно 40 баллов. У вас должно быть не меньше 40 баллов. Соответственно, вот тоже имейте это в виду, пожалуйста. И если вот, допустим, вы сдаете первый экзамен, набираете меньше 40 баллов, то, соответственно, уже это считается то, что вы экзамен не сдали. На следующий экзамен вы уже не можете, ну, скажем, сдавать экзамен, поскольку у вас уже набран непроходной балл. Вот тоже, пожалуйста, имейте в виду. Так, значит, кроме того, также, значит, ну, поступающие, да, вот тоже, пожалуйста, прочитайте на слайде. Это требования для поступающих. Разумеется, вы не можете вступать в разговор с третьими лицами, использовать какие-то справочные материалы, мобильный телефон, планшеты, значит, компьютерную технику непосредственно, кроме непосредственно той, на которой вы работаете. Значит, на которой вы работаете. Еще раз напоминаю, что у нас не будет экзамена в таком привычном очном формате в аудиториях. Вот, экзамен будет только в дистанционном формате. Для кого-то это может быть легче, для кого-то, наоборот, сложнее. Так, и теперь давайте мы с вами рассмотрим вот такие вот основные этапы, да, истории. Вот, дело в том, что задания по истории разделены на 7 разделов. Значит, они охватывают только историю России, имейте в виду, что нет вопросов, которые охватывают всеобщую историю. Вот, или, допустим, там историю края, да, например, историю Башкортостана. Вот, экзамен полностью по истории России. Но при этом обратите внимание, что вопросы по истории могут быть, начиная от ранней древности, значит, и заканчивая уже современной историей, вплоть до буквально вот последних лет. Вот, соответственно, поэтому, сами понимаете, период достаточно большой, обширный, разделов много. Вот, соответственно, давайте мы сейчас с вами остановимся на разделах. Вот, я постараюсь объяснить именно какие особенности каждого раздела, да, на что обратить внимание в каждом разделе, какие вопросы могут быть. Вот, и, соответственно, давайте мы сейчас очень кратко по этим разделам пройдемся. Итак, первый раздел, соответственно, история Отечества с древности до конца 15 века. До конца 15 века. Здесь, в общем-то, по каждому разделу у вас указаны темы, да, поэтому я повторять их не буду. Вот эти вот темы такие ключевые, они, в принципе, повторяют школьную программу. Имейте в виду, что здесь задания, в принципе, об этом чуть позже мы тоже поговорим, они не могут выходить за рамки школьной программы, но может быть так, что некоторые из вас, возможно, школу закончили давно, материал по истории немножко забылся, вот, поэтому придется, конечно же, освежить в памяти вот эти вот все сведения, которые касаются вот разных разделов нашей российской истории. Итак, имейте в виду, что вопросы могут быть и не только по истории ранней государственности, но и по периоду древности, периода, который еще предшествует государственности. В частности, вопрос стране в древности. Вопросы могут быть касаться, допустим, ну помните наверняка, да, кто более-менее, может быть, не так давно закончил школу там, или колледж, о том, что здесь вопросы могут касаться расселения славян, их занятий, названий племен, да, как вы знаете, там поляне, древляне, северяне, вятичи и так далее. Да, таким образом вот тоже
Вот это имейте в виду. Вопросы бывают также по формированию древнерусского государства. Да, это касается того, когда именно появилось государство, деятельность первых князей, какие были события внутренней политики, внешней политики, какие, допустим, были приняты важные документы, в частности, вот это касается таких документов, как «Русская правда», вот, или международные договора, вот, которые были приняты именно в период ранней Руси, тоже, вот, конечно же, их необходимо знать. Так, и вот следующий раздел, или, скажем, тема Русь в конце X, первой половины XI веков, таким образом, это период, ну, будем так говорить, расцвета, да, древнерусского государства, Киевской Руси. Здесь опросы касаются, допустим, таких разделов, как принятие христианства, тоже, да, такое важное событие. Вот, и поэтому мы постарались именно вопрос, задание построить таким образом, чтобы сконцентрировать ваше внимание на таких наиболее важных глобальных событиях. Вот, в частности, если говорить о ранней Руси, да, то это, как я уже сказал, принятие христианства. Вот, затем это может быть, могут быть вопросы, связанные с правлением Владимира Святого, да, или Ярослава Мудрого, с принятием русской правды, да, борьбой с половцами, достижением культурного развития, да, памятниками архитектуры, допустим, да, в это время. Вот, тоже это необходимо знать. Так, ну, третья тема, да, Русь в XII, первой половине XIV веков, она касается периода феодальной раздробленности, да, таким образом раздробленности. Здесь я сразу хочу пояснить, что нет опросов, которые требуют знания, вот, может быть, для вас это, так скажем, плюс, да, особенно для тех, кто, может быть, сдавал ЕГЭ, когда-то по истории, да, или знает требования ЕГЭ по истории, о том, что там бывают задания, допустим, такого графического характера, да, например, там по картам, по иллюстрациям. Здесь у нас такого нет. В принципе, у нас только текстовый материал. Вот, и, как правило, очень часто, когда готовятся задания по периоду феодальной раздробленности, они касаются карты, допустим. Но при этом, значит, вы должны знать, да, какие в это время появились княжества, вот, княжества, их отношения, да, вот здесь, наверное, самый сложный момент – это кто, когда, где правил. Вот. Одно дело единое государство, да, таким образом там запомнить князей не так сложно. Вот. А когда уже государство распалось, здесь необходимо знать развитие таких наиболее крупных княжеств, и, кроме того, также необходимо знать имена князей, да, которых в то время правили вот, в период феодальной раздробленности. Тоже, пожалуйста, на это обратить внимание. Вот, и, наконец, четвертая тема, да, московское государство второй половины 15-16 веков, да, как понимаете, это период складывания российского централизованного государства. Значит, соответственно, здесь тоже, вот, обратите внимание, такие глобальные события, как правление, в частности, Ивана Третьего, вот, да, Василия Третьего, да, при которых уже завершается складывание российского централизованного государства. Вот, очень важное событие – это обретение полной независимости, таким образом, да, это вот освобождение от ордынского ига, формирование новой государственности, московской государственности, принятие судебника в конце 15 века, да, таким образом, и другие вот такие вот важные события. Вот, также, пожалуйста, не забывайте разделы по истории культуры. Я здесь сразу хочу пояснить, вот об этом чуть позже мы скажем, да, об учебниках, но когда вы будете готовиться по учебникам, вот, обратите внимание, что там должны быть разделы по истории культуры. К сожалению, есть учебники, где такие разделы отсутствуют. Вот там только, допустим, раскрывается политическая история. Вот. Этого недостаточно. Здесь вы должны знать также социально-экономическую историю, вот, и культурную историю. Поэтому выбирайте учебники, где есть все необходимые разделы, в том числе и разделы по истории культуры. Вот. Ну, в большинстве учебников разделы по истории культуры имеются, но они в основном находятся в конце. Да, есть учебники, где, вот, допустим, эти разделы по истории культуры в самом конце. Вот, поэтому, пожалуйста, тоже найдите время прочитать эти разделы. Здесь тоже, конечно, эти вопросы вот, требуют такого глубокого изучения. Я вот хочу сказать о том, что когда у нас были экзамены в таком привычном формате, да, когда не было еще ЕГЭ, вот, в 90-х, начало 2000-х годов мы принимали, как правило, экзамены в такой в устной форме по билетам. И я помню, что, как правило, абитуриенты, которые поступали на исторические специальности, вот, чаще всего срезались именно вот на вопросах по истории культуры. Вот, как правило, самый сложный вопрос для них был по истории культуры. А когда тоже были тесты, тоже самое очень часто вот в тестах также абитуриенты допускали ошибки как раз в разделах по истории культуры. Поэтому, пожалуйста, на это обратите внимание. Так, теперь переходим к следующему разделу. Это раздел Россия в 16-17 веках. Вот тоже период, значит, как вы понимаете, очень важный в истории нашей государственности.
Вот, и здесь вы, конечно, на что обращать внимание. Ну, как правило, я, допустим, всегда выделяю вот такие вот 3, вернее, 4 раздела истории, да, которые необходимо знать. Это раздел внутренней политики, значит, прежде всего реформ, да, преобразований, вот, правового развития до того времени, потом внешняя политика, международные отношения, военная история, да, это тоже такой большой, крупный раздел истории. Далее раздел социально-экономическая история, значит, сюда относится прежде всего развитие экономики, да, допустим, это может быть промышленность, транспорт, ремесло, торговля, сельское хозяйство, разумеется. Таким образом, это социальные отношения, да, сословия, социальное движение, восстание и так далее. Это все разделы социально-экономической истории. И, наконец, четвертый раздел – это история культуры. Поэтому тоже, вот я почему об этом говорю, поэтому, когда будете готовиться к экзамену по истории, пожалуйста, вот вы можете построить таким образом вот свою работу, не читать вот учебник вот так вот от начала до конца, вот, а именно читать по разделам. Допустим, вы берете учебники, может быть, даже 2 учебника, 3 учебника, которые друг друга дополняют. Вот, и, например, читайте разделы, которые касаются только внутренней политики. Вот, и причем читаете, начиная с древности до современности. Потом переходите к вопросу внешней политики, международной истории, да, таким образом, и читайте разделы, которые касаются только вот, внешней политики, там, допустим, военной истории. Вот. Потом, значит, дальше вы читаете разделы по социально-экономической истории, наконец, по истории культуры. В этом случае усвоение материала будет более эффективным, это уже практика показывает. Вот. Многие действительно вот, это используют, да, такой способ, вот, именно подготовки используют вполне успешно. У вас в этом случае такое будет более целостное восприятие истории. Вот, понятно, да? Поэтому тоже, пожалуйста, вот подумайте над этим. Если у вас времени, конечно, наверняка осталось уже мало, вот, но я думаю, что вы уже, готовясь к экзамену, разделы прочитали, да, по истории, надеюсь. Вот. Ну и поэтому, когда вы уже будете повторять, тоже, пожалуйста, вот такая рекомендация вам, повторяйте не просто вот не то, что в учебнике указано, вот от начала до конца, а именно по разделам, которые вот я назвал. Вот таким образом, это вот уже прием испытанный, вот, и, может быть, он вам поможет. Так, ну вот, соответственно, на что обратить внимание, когда вы изучаете события 16-17 веков? Да, вот, конечно, я хочу сразу сказать о том, что очень важно знать терминологию. Вот, допустим, есть, вы знаете, события истории, да, есть исторические процессы, вот, и по каждому процессу есть, допустим, по событиям есть свои термины, которые необходимо знать. Допустим, по Древней Руси, да, мы с вами разобрали уже Древнюю Русь, какие термины есть, там, скажем, полюдье, вот, например, там Вироник, Мечник и так далее, да, соответственно, вот по периоду 16-17 веков, допустим, обратим внимание на такие термины, как местничество, опричнина, вот, смутное время, это такое понятие тоже, в общем-то, вы должны хорошо представлять собой, да, когда оно происходило смутное время, с какими событиями связано, почему называется смутным временем, значит, тоже вот, пожалуйста, это обратите на это внимание, потому что период сложный, противоречивый такой, да, вот, и поэтому оценки в истории, да, эти события тоже могут быть различными. Или, допустим, правление Ивана IV, да, тоже, в общем-то, такой, вы знаете, правитель противоречивый, вот разные оценки таким образом существуют в науке относительно направления, поэтому на это тоже, пожалуйста, обратите внимание. Вот. Но здесь немножко проще в том плане, что если был экзамен устной формы, да, конечно, необходимо было знать отношение, да, свое высказать, может, какие-то там свои там мысли, вот, оценивать события. В тестах немножко проще в том плане, что там нет таких вот, почти нет вопросов, требующих оценочного подхода. Там большей частью надо знать факты, события, даты, имена. Вот, поэтому, конечно, пожалуйста, вот на это обратите особое внимание, прежде всего на фактическую сторону событий. Так, ну вот 17 век, таким образом, тоже вот, пожалуйста, обратите внимание, это особенности экономического, политического развития, новый этап в истории нашей страны. Вот, значит, что появляется нового? Да, по сути, зачатки капитализма зарождаются в экономике, вот, появляются новые отношения, да, таким образом, зачатки предпринимательской активности, в общем-то, это меняет мировоззрение людей. Вот, и кроме того, постарайтесь как-то вот так вот понимать события, да, вот изучать так, историю таким образом, чтобы не просто заучить, да, события, а как и понять специфику событий, может быть, связать события политические с событиями социально-экономическими, вот, культурными событиями, показать или рассмотреть, допустим, да, влияние событий политических на культурную жизнь,
Вот, ну, например, 17 век, да, вот в частности, это время, как мы говорили, зарождается капитализм, появляется предпринимательская активность, а это меняет, в общем, мировоззрение людей, потому что люди уже, ну, хотя остаются верующими, вот, но, по крайней мере, у них появляется активность таким образом, они уже становятся более предприимчивыми, активными, вот, они понимают, что их благополучие зависит не только от Бога, допустим, да, но и от правителя, скажем, от царя, но и от них самих, от их активности, вот, от их трудолюбия, предприимчивости, вот, изворотливости там и так далее. Да, соответственно, это меняет мировоззрение людей. Вот, собственно говоря, эпоха, вот, это отражается на культурной жизни. Значит, и, соответственно, кроме религиозной культуры христианской, появляется также светская культура. Это касается архитектуры, живописи, музыкального искусства и так далее. Вот, пожалуйста, тоже такую вот связь, пожалуйста, посмотрите, постарайтесь последить. Далее очень коротко. Раздел 3. Россия в 18 столетии, но тоже период, в принципе, уже такой, ну, чуть ближе, да, к современности, будем так говорить. Это, разумеется, правление Петра Первого, вот, эпоха дворцовых переворотов и правление Екатерины II. Да, собственно говоря, вот и завершается уже в 18 столетии правлением Павла Первого. Вот. Не так много было правителей в это время, да, поэтому необходимо знать, разумеется, вот их имена правителей, дата правления, такие наиболее важные события, которые происходили в это время, особенно период дворцовых переворотов. Но что касается Петровского периода, здесь необходимо, конечно, знать внутреннюю и внешнюю политику, прежде всего реформу Петра Первого, да, какие-то важные указы, вот, и события Северной войны, такие наиболее важные события Северной войны, начало Северной войны, сражения, причем как сухопутные, так и морские битвы Северной войны, итоги Северной войны и таким образом условия перемирия, да, условия мирного договора. Поэтому это касается, в общем, любой войны. Вот, вы должны знать хронологические рамки военного события, да, допустим, да, вот какие были наиболее крупные сражения, участники войны, полководцы, допустим, да, вот в частности, вот, и, разумеется, условия мирного договора. Тоже это касается не только Северной войны, но и любой войны, в которой участвовала Российская империя или в целом, или Россия в целом. Так, четвертый раздел Россия в XIX веке. Вот, ну, тоже здесь, конечно, не так было много правителей. Но вот даже если по сравнению с XVIII веком правителей было всего 5 императоров, тоже запоминайте их правление, начиная от Александра I, заканчивая Николаем II, до последним русским императором. Вот. События внутренней и внешней политики, военные события, да, таким образом, социально-экономическое развитие, культурное развитие обязательно необходимо знать. Вот. Что сюда относится к культуре? Да? Это развитие народного образования, научной мысли. Некоторые полагают, что культура, прежде всего, это литература и искусство. Допустим, да, необходимо знать писателей, там, поэтов, да, или, скажем, художников, артистов, композиторов, не только. Необходимо знать также еще и имена ученых. Особенно это касается как раз периода 19 века. Если, ну, скажем, в 18 веке, да, в основном из крупных ученых можно назвать только Ломоносова, вот, то в 19 веке довольно много имен ученых. Вот, посмотрите, пожалуйста, ученых, их научные открытия. Вот, ну, разумеется, также деятелей художественной культуры необходимо знать. Вот, такие наиболее яркие достижения культуры 19 столетия. Так, далее мы переходим к пятому разделу. Да, еще раз напоминаю, что всего 7 разделов. Пятый раздел это сам по себе вроде бы небольшой, да, но очень насыщенный событиями. Это Россия на рубеже 19-20 веков. Вот, как бы завершающий этап развития Российской империи, да, вот скажем так, история Российской империи. Здесь такие вот важные события необходимо знать, как Первая революция, революция 1905-1907 годов, да, Столыпинская аграрная реформа, вот, реформы Сергея Юрьевича Витте, тоже посмотрите, пожалуйста. Вот, из военных событий это в основном русско-японская война и, соответственно, участие России в Первой мировой войне. Вот, к сожалению, эти вопросы вот, ну, как-то вот выходят, да, за рамки такого, что ли, вот глубокого восприятия, потому что, ну, в частности, Великая Отечественная война заслонила с собой Первую мировую войну, и на этом фоне очень многие, к сожалению, слабо знают события, вот, которые связаны были с участием России в Первой мировой войне. Так, ну и, конечно же, культура России начала 20 века, это, помните, Серебряный век, яркие достижения в литературе, искусстве того времени, науке, тоже, конечно же, необходимо знать и обратить на это особое внимание. Теперь переходим к самому такому широкому большому разделу, да, раздел 6, обратите внимание, здесь всего 8 тем, но это, собственно говоря, вся советская история, да, это вот Россия СССР в 1917-1991 годах, да, это весь период советской истории, вот, он очень насыщенный, очень такой, как вы понимаете, динамичный, да, насыщенный событиями,
процессами глобального характера. Значит, и таким образом, на что обратить внимание, здесь указаны, да, вот эти вот разделы истории, события указаны. Значит, пожалуйста, обратите на это внимание, потому что, как понимаете, вопросов по советской истории будет гораздо больше, чем, допустим, по периоду там 18 или там тем более 17 веков. Да, это период уже близко к нам истории, близко к нам истории, в период, в который многие из нас уже жили. Вот, и поэтому, конечно, тем более, что, в принципе, вы в старших классах, да, или в колледжах изучали современную историю, да, большей частью. Вот, поэтому я надеюсь, что у вас знания по современной истории отложились больше, лучше, по крайней мере, чем знания по ранней истории. Кстати, вот тоже хочу обратить ваше внимание на то, что каждый, конечно, из нас знает историю по-разному, да, вот опять-таки тоже кто-то знает хуже, кто-то знает лучше, но еще проблема может быть в том, что кто-то знает, например, современную историю хорошо, а раннюю историю позабыл, да, поэтому тоже вы хорошо должны оценивать свой уровень, вернее, вот, и повторять те разделы, которые вы считаете для себя наиболее проблемными. Вот поэтому тоже у вас осталось наверняка очень мало времени до экзамена, поэтому, может, даже нет смысла повторять внимательно все разделы. Постарайтесь сконцентрировать внимание на тех разделах, которые вы для себя считаете наиболее сложными, проблемными. Поэтому тоже вот если вы знаете хорошо современную историю, советскую историю, то, разумеется, вы должны больше читать, повторять раннюю российскую историю. Вот, пожалуйста, тоже вот здесь каждый из вас должен, ну, более-менее себя оценивать объективно, да, объективно и, соответственно, вот стараться сделать так, чтобы вот не было каких-то пробелов по каким-то разделам истории. Итак, седьмой раздел, да, вот завершающий раздел России на современном этапе, это после распада Советского Союза декабря 91 года до наших дней, так как мы говорили, что вопросы могут касаться там вплоть до буквально нынешнего года, событий, которые были в этом году. Вот, в основном, конечно, события касаются ну, вот, внутренней и внешней политики, международных отношений, таких-то глобальных событий, которые происходили вот в наше время уже. Вот, поэтому тоже таких вопросов, конечно, будет немного в тестах. Если всего 30 опросов, там может быть там, ну, 2-3 опроса максимум, да, по современной истории, но тоже, разумеется, вы должны это знать. Вы должны это знать. Так, вот таким образом мы прошлись по всем разделам. Конечно, подробно вы понимаете, что вот так вот детально остановиться на каждом разделе у нас нет возможности. Об этом каждый раздел можно буквально подробно, детально раскрывать. Это тема отдельной лекции, а не консультации, наверное, да, поэтому я постарался обратить внимание на такие наиболее важные моменты. Так, еще раз повторяю, что на каждый опрос присмотрено 4 варианта ответов, а один из них только правильный. Не может быть так, чтобы два варианта правильных, да, или, скажем, ни одного правильного нет. В каждом вопросе именно один вариант правильный из 4 предложенных. Вот это, пожалуйста, тоже уясните для себя, вот, и имейте это в виду. Теперь давайте рассмотрим примеры задания. Значит, вот, ну, допустим, по ранней истории, да, какое событие произошло в 882 году, то есть конец 9 века. Да? Призвание варягов, вы знаете, это было событие гораздо раньше. Это 862 год. Правление Рюрика тоже, по сути, это время. Да? Это Рюрик был как раз варягом, собственно, это событие одно и то же. Вот. А объединение Киева и Новгорода как раз это и есть. Да? 882 год. Крещение Руси это 988 год. Да? Таким образом, это гораздо позже. Конец X века. Вот. Впрочем, так предполагали, да, вот здесь как раз видите вопрос, первый вопрос по дате, второй вопрос по терминологии. В данном случае правильный вариант это установление сыска крестьян, срока сыска крестьян, да, таким образом, это вот может быть 5-летний, 10-летний срок сыск крестьян, крепостных крестьян, это связано с крепостным правом, которое в России сформировалось в 17 веке. Ну вот, допустим, перепись крестьянского населения, да, это называется, обычно называлось словом ревизии, да, до революции, по крайней мере, ревизии. Помните понятие ревизские сказки, да, Гоголя, помните, это есть перепись. Запрет крестьянам уходить от помещиков, это называется заповедные лета, запретные или заповедные лета. Срок сыска крестьян беглых, третий вариант, урочные лета, таким образом, право ухода крестьян на отходы промысла, это называется отходничество. Вот таким образом здесь вот мы все термины с вами разобрали. Следующий вопрос тоже, пожалуйста, посмотрите по другим разделам истории, да, какие могут быть. Вот, понятие третье отделение, теория официальной народности, кодификация законов относится к царствованию императора. Ну, наверное, сразу поняли, это, конечно же, относится к царству Николая I. Николая I.
Так, это период истории России 19 столетия. Теперь посмотрите период, вопрос по Великой Отечественной войне, как назывался план гитлеровской армии по захвату Москвы. Да, ну, это вы помните наверняка, да, тоже должны знать, это план «Тайфун». Вот, начал осуществляться в сентябре 1941 года. Вот. И пятый вопрос относится уже такой послевоенной советской истории, до периода оттепели 53-64 год, относится следующие события. Вот. Ну, создание НАТО, испытание первого строительного оружия к оттепели не относится, потому что, по сути, 49 год, это послевоенные годы. Вот. А второй вариант как раз правильно, освоение целины, это хрущевская оттепель, да, преобразование министерства в совнархозы, вот, реформ Хрущева, как раз вот это правильный вариант, вариант 2. Принятие Конституции развитого сталинизма — это уже год 1977, это относится к периоду руководства Брежнева. Вот, и ввод советской власти в Словакию, это 1968 год, таким образом тоже относится уже к более позднему периоду, когда у власти находился Брежнев. Таким образом, вот, пожалуйста, вот такие опросы. Вот. Ну, может показаться в том, что эти вопросы для вас кажутся слишком легкими, да, но имейте в виду, что не каждый вопрос будет таким легким, это может быть только кажется. Вот, поэтому пусть это вас, так скажем, так не успокаивает. В тестах вопросы могут быть и посложнее, поэтому, пожалуйста, тоже на это обратите внимание. Значит, обратите на это внимание. Так, значит, ну, что касается итогов экзамена, оно происходит уже, соответственно, с графиком оглашения, да, когда вам уже на сайте информация будет, когда вам сообщат результат экзамена. Напоминаю, по 100-бальной шкале, да, вы должны набрать свыше 40 баллов для того, чтобы у вас, по крайней мере, был проходной балл. Ну, там пройдете по конкурсу или нет, тоже другой вопрос. А главное, чтобы у вас был проходной балл, да, более 40 баллов. Итак, на что обратить внимание надо, да, буквально вот коротко скажу о том, что, еще раз напоминаю о том, что задания вступительных испытаний построены только по школьной программе, то есть они соответствуют школьной программе, не может быть опросов, которые входят за рамки программы, значит, поэтому это вот тоже вы даже знать. Тестовый вариант охватывает все разделы истории, значит, ну, примерно в одинаковой мере, да, то есть не может быть такого, что в одном варианте, там же каждый из вас получит разные варианты, да, разные задания будут, а не может быть так, чтобы один получит задание, допустим, где преобладают период ранней истории, допустим, другой получит задание, где в основном тесты по современной истории. То есть, в принципе, в каждом варианте, ну, примерно последовательно, да, вот в равной степени, как в ЕГЭ, в равной степени представлены события ранней там истории, да, там 17-18 веков, 20 века примерно в равной степени. И тоже по степени сложности, как правило, разные варианты, они, ну, скажем так, мало чем отличаются. Так, необходимо еще раз тоже обратить особое внимание на знание терминов, дат ключевых событий и исторических процессов. Вот и, разумеется, обратите внимание на персонале. Да, есть такое понятие, как личностно-ориентированный подход в истории. Вот, поэтому сейчас особенно большое внимание в учебниках, когда в учебном материале уделяется внимание именно персонале, то есть деятелям историческим. Это могут быть правители, военачальники, полководцы, допустим, да, это деятели культуры, о которых вы даже знаете, да, их заслуги, допустим, эпох, в которой они жили, да, их открытия, может быть, да, или там реформы, которые они совершали. Вот поэтому, пожалуйста, вот на это обратить тоже необходимо особое внимание. Особое внимание. Так, ну вот, пожалуйста, все, в общем-то, на что мне хотелось бы вам сказать. Да, теперь мне остается только сообщить о литературе. Да, здесь, конечно, вы посмотрите, вот список литературы, он есть также у вас на сайте. Конечно, он слишком довольно обширный. Вот, здесь нет необходимости читать все эти учебники. Обратите внимание, что большинство учебников, они есть в электронном формате, в принципе, они доступны. Вот, но из них вот такие учебники более-менее такие, ну, скажем так, удачные, да, учебники. Вот посмотрите под номером 3. Вот у нас очень много уже абитуриентов, много поколений, да, работает по учебнику Орлова. Там всего 4 автора. Это Орлов, Георгиев, Георгиева, Сивохин. Да, и таким образом это преподаватель Московского университета истории России. Вот, разные годы там изданий, да, ну, по возможности, конечно, как можно более современных год, да. Также учебники Сахарова хороший, Андрей Николаевич Сахаров, это первый под номером 1, да, вот, особенно по ранней истории России. Вот, учебник Павленко очень хороший под номером 7. По современной истории очень хорошие учебники вот под номером 5-6 Кириллова, таким образом учебник Ходякова. Вот. Ну, в принципе, остальные учебники тоже, вот, ими тоже можно пользоваться. Вот, пожалуйста, вот тоже можете пользоваться бумажным вариантом, да, можно пользоваться электронным учебником, как вам будет удобно. Но желательно, чтобы учебники были
относительно новыми, да, скажем, по крайней мере, ну, 2015, 16, 17 годов, да, а если 20, 21 год еще лучше. Вот, поэтому должны быть новые пособия. Вот, пожалуйста, это что касается учебников. Еще раз напоминаю, что у нас материал теста, задания не могут превышать материал школьной программы. Так, ну и наконец, в завершение хотелось бы еще вот оставить вернее, оставить вам свои координаты. Если какие-то вопросы вот возникнут, мы с вами работаем в таком а, дистанционном режиме, да, по понятным причинам. Поэтому, пожалуйста, запишите, пожалуйста, мои координаты. Меня зовут Ильдар Нариманович, я напоминаю. Вот, фамилия моя Баишев, и вот адрес моей почты ildarbaesh@list.ru, и вот номер телефона с WhatsApp, где вот можно вопросы задавать в период консультации, да, когда день консультации. Скорее всего, это будет 17 июля. 17 июля, поэтому я вот буду на связи. Вот, если вопросы будут возникать, пожалуйста, либо можете писать мне на почту, либо оставить сообщение в WhatsApp. Таким образом, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Вот, и таким образом, пожалуйста, вот можете ко мне обращаться. Надеюсь, успели записать, вот, и поэтому мне остается только пожелать вам успехов, не только на истории, на остальных экзаменах, что вы успешно сдали вступительные испытания, поступили на те специальности, которые, в общем-то, вы выбрали. Вот, поэтому вам успехов, удачи, готовьтесь, обращайтесь, узнавайте. Вот, вам спасибо большое за внимание, и на этом мы с вами завершаем консультацию. Вот, всем всего доброго, до свидания.